Доброе утро, дорогая республика! Новый день начинается с прекрасного, доброго семейного эфира на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». Пусть этот день принесет хорошие вести, нужные встречи и моменты. И, конечно же, мы хотим, чтобы вы чаще улыбались и были счастливы. А мы с вами в течение ближайшего часа узнаем много чего интересного, встретим интересных гостей, ну и, конечно, узнаем о последних новостях в нашей республике и за ее пределами. Но, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 24 градуса. В Заречной группе 22-31 выше 0. В южных до 25, в Вилюйской группе 31 градус тепла. В Нижнеленских 24-30, в западных до плюс 25. В Колыму-Нигирской группе улусов 24, в Янских 14-23 со знаком плюс. На северо-западе 1-28 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 21 градус. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 32 градусов. Лето – это, конечно, не просто время отдыха, это целая возможность, конечно же, в первую очередь для наших детей. Новые впечатления, навыки, дружба, самостоятельное открытие. Но что именно делает это лето идеальным? Давайте узнаем. Дана, привет! Мы решили узнать тебя, какое твое идеальное лето. Мое идеальное лето в лагере, потому что там полно друзей у меня появилось. Там полно развлечений, бассейны, кинотеатры, спортзалы. Еще мы там раскрашиваем, мы там делаем листы рабочие. В общем, тебе нравится заниматься в лагере? Да. Сегодня мне очень понравилось, что я здесь стою. Надеюсь, всем здесь нравится. Я в этом почти не сомневаюсь. И на самом деле завтра я буду ведущей на закрытие лагеря. Мне очень нравится в этом лагере, так что я думаю здесь, потому что мы много гуляем, но не слишком много, чтобы не перегружаться. Я здесь чувствую себя хорошо. Мы ходили недавно в бассейн, ходим в библиотеку. Мы отмечали День поэзии. Мне очень там понравилось. Там очень хорошо. С нами поиграли. Еще мы играли в национальные игры, которые будут на Исехе. Мы собирали там кубики. Я получил первое место. Я очень рад. Я бы хотела испробовать все развлечения летние. Обязательно лагерь, обязательно в этой школе и куда-нибудь с семьей, погулять с собакой, нагуляться. Мое идеальное лето – это солнце, жара, веселье. Я еще в лагерь поеду, буду как уже 3 года. Будет там веселиться, с моими подругами гулять, кино смотреть по вечерам, дискотеки. Еще мне нравится свое лето, потому что в августе еще московский тренер приедет, где-то будет, сборы будут проходить где-то 3-4 дня. В общем, ты тоже любишь работать и трудиться, и веселиться. Идеальное лето? Мое идеальное лето – это ходить в этот лагерь и кататься на роликах. То есть ты только хочешь кататься на роликах и ходить в лагерь целое лето. Артем, ты такой у нас серьезный. Скажи, какое у тебя идеальное лето? Это ходить в лагеря и заниматься музыкой. А если бы тебе дали выбор сделать все, что угодно, что бы ты делала летом? Играл в футбол с друзьями. Я бы хотела, наверное, полететь с мамой в Казань. Очень хочу туда полететь.
Мое идеальное лето – это чтобы все мои родные и близкие были живы, здоровы, и рядом со мной. У меня было больше времени на мои танцы. Помимо всего этого, лето – это, конечно, пора выпускных. Так, главный выпускной страны прошел в Санкт-Петербурге. Алые паруса-2026 собрали на Дворцовой площади и набережных Невы около 65 тысяч выпускников. И это не только ребята из северной столицы. Приехали гости из 36 регионов России, а также из Китая, Кубы, стран СНГ и Европы. Действие развернулось на 2 площадках. Концерт на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу в акватории. В этот раз организаторы вдохновились русскими сказками. Через знакомые образы напоминали о дружбе, добре, любви и силе мечты. Кульминацией стало появление гигантской огненной жар-птицы. 25-метровую декорацию создавали больше полугода, а затем главное чудо ночи. Через разведенный Дворцовый мост в акваторию Невы вошел белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. Корабль проследовал от Сенатской площади, развернулся у Эрмитажа и прошел до Троицкого моста. В этот момент по традиции тысячи выпускников загадали желания. Для гостей праздника выступили известные российские артисты. Ну а кульминацией стало появление брига. В этот момент, кажется, грань между мечтой и реальностью исчезла. На календаре 30 июня, это уже середина короткого северного лета, когда белые ночи будто стирают грань между днем и ночью, а небо становится особенно близким. И как будто в тон этому дню сама история приготовила событие, где небо и земля встречаются самым неожиданным образом. Об этом подробнее в нашей постоянной рубрике. По народному календарю Мануила и Савелий. На Руси День святых наложился на древний праздник Ярилки, посвященный богу солнца Яриле. Христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями. Яркая зорница в этот день предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорошую погоду. Этот день в истории. 1894. В этот день открыт самый знаменитый лондонский мост Тауэр-Бридж. 1908. На Землю упал Тунгусский метеорит. 1925. Основан заповедник Красноярские столбы на правом берегу Енисея. В этот день родились Владимир Михельсон, российский физик, геофизик, метеоролог, академик. Эд Йост, американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата. Николай Некрасов, советский российский дирижер, педагог, народный артист Советского Союза. Инна Ульянова, советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея и Савелий. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Начиная с 1 июля этого года Социальный фонд России переходит на безъявительный порядок назначения ряда пособий. Выплаты по больничным листам, пособиям по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные выплаты при рождении будут рассчитываться автоматически на основе данных индивидуального лицевого счета граждан. Фонд обратится к работодателю за дополнительной информацией только в том случае, если в системе будет недостаточно сведений для оформления выплаты. Виды мошенничества в интернете становятся все разнообразнее. Преступники часто создают виртуальные магазины, представляются сотрудниками банков, полиции или других ведомств. Чтобы не стать добычей злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасности. Не передавать незнакомым лицам персональные данные, информацию о банковских картах, не открывать ссылки и не скачивать файлы, которые пришли с неизвестного номера. Так, в прокуратуру города Нерюнгри для защиты своих прав обратилась местная жительница. Надзорным ведомством была проведена проверка.
По иску прокурора города Нерюнгри с дропера взысканы денежные средства в размере 2 миллионов 760 тысяч рублей в пользу местной жительницы. Установлено, что 77-летняя местная жительница посредством приложения WhatsApp под воздействием мошенников, представившихся сотрудниками компании «Газинвест», под предлогом извлечения выгоды от инвестиционных вложений перевела 2 миллиона 760 тысяч рублей на счет, принадлежащий жителю Челябинской области, выполнявшего функции дропера. В связи с этим суд по иску прокурора города Нерюнгри взыскал с ответчика в пользу пожилой женщины указанную сумму. Решение суда не вступило в законную силу. С этого года вдовы и вдовцы погибших участников СВО получили право на поступление в российские вузы по отдельной квоте, не менее 10% бюджетных мест. Абитуриенты этой категории могут выбирать формат отбора, результаты ЕГЭ или внутренние вступительные испытания вуза. Помимо образовательных льгот, законом предусмотрены дополнительные трудовые гарантии, сохранение среднего заработка на время отпуска для сдачи экзаменов и обучения. Данная мера дополняет существующий перечень льгот для участников СВО, их детей и детей медработников, погибших от COVID-19. С 2019 года в России было построено более 1500 новых современных школ, оснащенных бассейнами и актовыми залами. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, за этот же период было открыто около 1500 детских садов и капитально отремонтировано более 6500 существующих школ. Масштабная программа капремонта учебных заведений продолжается и будет расширена по поручению президента. На стадионе Туймада накануне стартовали официальные тренировки участников чемпионата России по стрельбе из лука. Именитые спортсмены привыкают к условиям площадки, а также отрабатывают упражнения М1, серию выстрелов на коротких, средних и больших дистанциях. По словам организаторов, особенностью чемпионата станет турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Также отдельно будут соревноваться ветераны от 50 лет и старше, которые смогут принять участие на коротких дистанциях 30 и 50 метров. На нынешнем чемпионате принимают участие 192 участника из 25 регионов. Это самые сильные регионы – это Забайкальский край, Бурятия, город Москва, Свердловская область, Иркутская область, Ростовская и вот Республика Саха тоже мы надеемся на конкуренцию оказать. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Продолжаем наш утренний эфир, и сейчас поговорим на такую очень интересную тему о том, почему качество сборки стен брусового дома зависит не только от древесины, но и от надежного крепежа. Крепеж – узел силы, именно он помогает сохранить геометрию дома, предотвращает деформацию стен и продлевает срок службы конструкции, а также является одной из важных частей стройки. Обо всем поговорим с нашими экспертами. Сегодня у нас в студии Сергей Ненашев, основатель технологии «Узел силы», разработчик современного крепежного решения для деревянного домостроения, а также Аркадий Назаров, директор компании «Стройякутск», организатор республиканских ярмарок недвижимости, который хорошо знает особенности строительства в условиях Якутии. Доброе утро, Аркадий. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Аркадий, доброе утро, Дарья. Расскажите, пожалуйста, почему вы, как строитель опытный, выбрали именно этот крепеж? Вообще, здесь, в Якутске, мы пользовались разного рода крепежами, и мне качество не нравилось, не должного уровня не было. Поэтому в поисках качества я начал искать другие, откуда исходят эти источники. И в поисках качества я познакомился с Сергеем. Мы сначала по телефону поговорили, пригласил его в Якутск, и вот он к нам приехал непосредственно сам. И, наверное, расскажет подробно. Да, Сергей, тогда вам слово, рассказывайте. Спасибо большое, Аркадий, за приглашение. Мне очень нравится Якутия, я второй раз в Якутии. Волей судьбы я побывал на празднике на вашем национальном. Мне очень все понравилось. Обещаю, что в следующем году обязательно тоже приеду. Да? Здорово. Да. Если мы говорим о деревянном доме, так деревянный дом я давно пропагандирую, люблю. И отсюда появилась эта технология. Биологический материал великолепный. Единственный какой-то минус у него
отчасти, да, это не держит геометрию, поэтому появился вот такой у нас крепеж, товарный знак его узел силы, мы его так назвали, нам очень нравится это название, и, соответственно, мы его реализовываем. В чем его уникальные свойства? Да? Ну, во-первых, конструкционный саморез, который максимально плотно стягивает две детали. Пружина в его составе, соответственно, не позволяет деталям расходиться в процессе эксплуатации, когда они уменьшаются в размере. Втулка ограничительная, которая находится внутри, пружина не позволяет ее пережать в процессе монтажа, потому что иначе она работать не будет. Шайбы ограничивающие в конструкции служат для того, чтобы центровать работу пружины вокруг оси самореза. Ну, все просто, как называется, да. И также мы предлагаем к удобству монтажа наше фирменное сверло и монтажные элементы, которые уже понравились строителям на стройке. Работать легко, удобно и быстро. То есть это все такая техническая сторона вопроса, да, вот, а если говорить простым языком для вот людей, кто, возможно, хочет только построить дом, либо уже находится в процессе, помимо того, что это, конечно, улучшает качество, да, как-то на скорость постройки дома и влияет? Да, конечно, влияет на скорость, влияет на эффективность, потому что будущему владельцу не все равно, он хочет жить в теплом, энергоэффективном и долговечном доме. Поэтому данный крепеж позволяет ему в этом не сомневаться. Угу. Но мы говорим сейчас про узел силу, да, это ваша разработка, да, собственно, конечно, мы уверены в ее качестве. А чем чревато использование некачественных крепежей? Чревато тем, что в процессе эксплуатации, когда вы будете жить в доме, у вас появятся щели, и вы вынуждены будете их каким-то образом заделывать. Не всегда варианты исправления этих ошибок устраивают заказчика. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, уже в тот момент вы не готовы к этому. И вопрос такой вот немножечко неудобный. Расстройство, сами понимаете, это не про дом. Время и деньги, да, еще? Да, да. Хорошо. Да. Ну а в целом, вот, допустим, все-таки вы, наверное, знакомы с нашими климатическими условиями, да? И каким-то образом вот этот данный крепеж, он способствует как бы тому, что все-таки зиму мы переживем однозначно? Да, вы знаете, я с удивлением для себя это обнаружил, что у вас климатические перепады температур. Зимой бывает и минус 70, в некоторых районах, а летом достигает плюс 45. Это идеальная площадка, по сути дела, для испытания различных технологий. И как нельзя лучше наша технология уже зарекомендовала себя. Поэтому деформация любого материала при таких перепадах очень значительная. Да, поэтому наш крепеж обязателен к применению при строительстве деревянных домов. Угу. Аркадий, была ли возможность уже получить некие отзывы от людей, кто уже использовал подобную технологию? Ну, на словах я как бы не доверяю, поэтому я сразу попросил дать образцы. Мы сразу попробовали в нескольких бригадах, и все положительные отзывы, потому что старые, которые мы использовали до этого, они ломались, либо они скручивали эко-шелтер, ну, это утеплитель, да, и поэтому, и вот эти пружины, вот этих, не было вот этих желтых, да, которые... Ограничители. И без ограничителей они, ну, полностью вот так сдавливались, из-за этого пружина потом, ну, тупо не отталкивала. Потому что задача узел силы... Казалось бы, вот такая маленькая одна вещь решает достаточно много, да? И мне почему именно вот это понравилось, потому что у него есть испытания. Они прошли испытания. Там вот в научно-исследовательском центре строительства город Москва мы провели исследования на прочностные характеристики, на механические свойства, получили великолепные показатели. Вот, и, соответственно, после этого выдано нам было заключение на использование этого крепежа в деревянном домостроении. Вот так. К сожалению, других вот таких исследований не было. То есть это было просто, как рассказали, поверили, сделали, проверяйте сами, да? А здесь все-таки все, так сказать, с научным подходом. Да. Хорошо, но как вы думаете, когда уже можно будет запустить это все на территории нашей республики и уже услышать отзывы, благодарные слова, ну и, конечно же, на деле увидеть, когда это все будет работать уже? Ну, мы с Сергеем Владимировичем подписали договор, уже первая партия приехала. Еще ждем, поэтому у нас в Якутске наконец-то будем пользоваться
настоящим оригинальным узел силы. Мгм. Итак, дорогие телезрители, если вдруг захотели построить дом или находитесь в процессе, пожалуйста, обратите внимание, потому что, как мы сказали, крепеж – это основа основ, да, помимо качественной древесины. Да? Аркадий, Сергей, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Может быть, вы, вот как профессиональные, да, профессионалы в своем деле, посоветуете что-то телезрителям при все-таки правильному подходу к строительству деревянного дома? Ну вот, несколько советов, на что нужно обратить внимание. Аркадий, вы скажете? Ну, давайте вы, я завершу. Уважаемые жители Республики Саха, я очень рад, что деревянный дом для вас является привычным строением, и вы строите из древесины очень много. И я желаю, чтобы ваши дома были теплыми, долговечными, и данная технология была создана в том числе для вас, для тех почитателей этого великолепного материала. Я хочу сказать пару слов. Будьте более ответственны, потому что верить просто строителям, либо компаниям, все-таки это в доме будете жить вы, поэтому тоже сами уточняйте, с какими именно материалами пользуются ваши строители. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего, рабочего, продуктивного дня. Спасибо. Дарья. Несомненно, в строительстве главное правильно распределить нагрузку, чтобы ни одна балка не просела, ни один узел не разошелся. Точно так же и в нашем человеческом теле. Утренняя зарядка помогает равномерно разгрузить позвоночник, разогнать кровь, подготовить мышцы к рабочему дню. Встаем и повторяем несложный комплекс упражнений вместе с нашим тренером. Доброе утро! Сегодня у нас будет комплекс на пробуждение и расслабление мышц спины. Для этого комплекса не понадобится много времени и не понадобится никакого оборудования. Достаточно коврика для фитнеса. Если же у вас его нет, то вы можете использовать одеяло или домашний коврик, так, чтобы поверхность была не сильно твердой. Мы будем сейчас с вами отстраиваться в 4 нейтральные точки. Уводим кисть под плечо, ноги на ширине плеч. На вдохе мы будем с вами прогибаться. И на выдохе округлять спину. Так мы будем делать 3 повтора. Вдох и выдох. Работаем аккуратно, без рывков. В верхней точке разводим лопатки, подкручиваем таз, прижимаем живот. И на вдохе прогибаемся, макушкой тянемся к копчику. Взгляд прямо перед собой. Далее зафиксировались в положении круглой спины и уходим в небольшие перекаты в этом положении. Назад, мягко, до состояния натяжения поясничного отдела. И возвращаемся вперед в упор на кисть. Так мы делаем 3 раза. Плавно, без рывков. Таз подкручен, живот прижимаем глубоко. И на 4-й раз мы с вами уводим ягодицу на пятки. Живот укладываем в воздушный треугольник между бедер. И руками идем глубже и дальше вперед. Прижимаем лоб к коврику. Прижимаем локоть и прожимаем плечи. Дышим, растягиваем мышцы спины. Далее скользим по коврику вперед. Вытягиваемся на вытянутые руки, взгляд прямо перед собой. Прожимаем тазобедренный сустав вниз. Можем добавить небольшие пружинки. 3, 2, 1. И уходим назад. И снова растем вперед.
и прожимаем. Спокойно, без рывков, на 3 счета и возвращаемся назад. И будет 3-й выход. Вырастаем. И сейчас поднимаем себя на носочки. И также провисаем тазобедренным суставом вниз. Добавляем качельку влево и вправо. 3, 2, 1. Сейчас мы поднимаем себя за копчик вверх. Расставляем руки шире. И ставим стопу полностью на пятку. Тянем плечевой пояс как можно дальше назад. Работаем медленно, без рывков. Вы почувствуете приятное натяжение в области спины и задней поверхности бедра. У нижней точки стоп зафиксировались в этом положении как можно дольше, уводя себя глубже вниз. Расслабляемся, руками идем к ногам, собираем ножки вместе, уходим с круглой спиной вниз, живот прижимаем к бедру и находимся в этом положении еще некоторое время для расслабления мышц спины. Далее начинаем подниматься вверх, позвонок за позвонком, и последний придет голова. Подъем плавный, без рывков. Выходим в верхнюю точку. Круговые движения плечами назад трижды. 2, 3. Ножки разводим шире и делаем 3 вдоха и выдоха. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И будет 3-й благодарственный. Вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Итак, теперь мы знаем, как нужно и можно построить правильный дом с правильным крепежом, знаем, как построить свое тело благодаря нашему тренеру. А теперь давайте построим дом мечты, но уже с нашими детьми. Доброе утро! Сегодня мы будем рисовать дом нашей мечты. Этот процесс может быть очень терапевтичен для ребенка и для родителей в том числе. Вы можете увидеть то, какими карандашами пользуется ребенок, каким образом он рисует, каких персонажей он рисует, на что обращает внимание. Так как мы делаем именно дом мечты, да, то о чем мечтает ребенок, что туда входит, да? Может быть, это будет животное, о котором ребенок мечтает давным-давно. Может быть, это бабушки и дедушки, по которым ребенок соскучился. В этот процесс могут быть вовлечены все члены семьи. Это может быть прекрасным проведением досуга, например, воскресным вечером, когда все могут сесть и нарисовать. Причем чаще всего старшие дети нарисуют совсем иное, совсем другое. Скорее всего, там уже, возможно, не будет родителей. Они уже будут рисовать себя более взрослыми, например, уже состоявшимися людьми. То есть посмотреть, к чему стремится ребенок. Если это бабушки и дедушки, то, возможно, можно будет найти подсказки, о чем они мечтают. Возможно, на подарок, например, чего им не хватает в обычной жизни. Если говорить о мужчинах, то в их доме мечты, наверное, скорее всего, будет много техники, и их дом мечты будет немножко отличаться. Здесь, кстати, тоже можно будет уточнить и посмотреть у мужа, например, что для него важно. Важно просто соблюдать чистоту и порядок, или важно для того, чтобы там было уютно, тепло, светло, красиво и так далее. То есть это тоже, такие рисунки тоже о многом говорят. Еще отличной идеей будет нарисовать на ватмане всей семьей дом мечты. В этом случае каждый член семьи сможет нарисовать то, о чем он мечтает.
Например, кто-то мечтает о кошке, например, кто-то о детской площадке, папа мечтает там о снегоходе. И все эти элементы нарисовать на одном большом ватмане. По истечении времени, когда уже ребенок будет видеть о том, что, например, его мечта сбылась, ура, там взяли кошку, то ребенок начнет понимать о том, что все мечты, они в принципе достижимы. И можно будет дорисовать еще что-то, и тоже он будет уже ставить это не как мечта, а как цель для достижения. Ага, но здесь ребенок торопился нарисовать, поэтому так немножко неаккуратно. Но что мы здесь можем видеть? Здесь большой дом, бассейн, детская площадка. То есть тут уже понятно, о чем мечтает ребенок, да? О том, чтобы у нас был бассейн, о том, чтобы была детская площадка. Мы живем в частном доме. И именно, скорее, здесь именно о том, чтобы проводить время с семьей. Здесь все члены семьи. Ага, например, вот это кто? Мама и папа. Мама и папа. Мама и папа находятся вместе, то есть рядышком. А здесь это? Бабушка. Бабушка это? Дедушка. Бабушка и дедушка присутствуют в нашей семье обязательно. Это старшие сестры, я так понимаю, да? Да. Ага. Где ты? Покажи. Вот. Вот, ты качаешься на качелях, да? Да. А это? Митюша. Это Митюша, не успела еще раскрасить. Митюша — это младший брат. То есть, если здесь сказать именно о желаниях ребенка, то ребенок мечтает о детской площадке, да? Дом на дереве. Ага, домики на дереве, о бассейне во дворе, да, чтоб летом купались все вместе. Еще лежаки. Лежаки. Но если говорить именно о семейных ценностях, то для ребенка важно, чтобы мы проводили время всей семьей вместе. В конце июня исполняется 100 лет автотранспорту в Якутии. Именно в июне 1926 года по барже в Якутск приехала первая автомашина бельгийского производства «Пайп», которая принадлежала аптекарю. И во времена новой экономической политики аптекари были состоятельными людьми. Сейчас 80% автомобилей у нас в республике японского производства. У нас есть возможность побеседовать об этом с исполнительным директором акционерного общества «Саха Даймонд» Максимом Романовым. Напомним, одновременно он является руководителем дочернего подразделения совместного с японцами предприятия компании SD Авто. Максим, доброе утро. Доброе утро. Как вообще оказалось, что в нынешние времена сохранилось совместное с Японией предприятие? Ну, история взаимоотношений Якутии и Япония имеет достаточно глубокие корни. Там мы не говорим даже о тех купцах, которые в свое время вели активную торговлю. Там Гаврил Никифоров, Монета, Хола, Дмитрий Винокуров, это Оленей Король, который очень активно работал на полуострове Сахалин. Вот. А в 20 веке, собственно, Япония очень активно участвовала в добыче угля в Южной Якутии. Ну и, собственно, история нашей компании начинается с 2003 года, когда пришла японская компания Japan Auction Systems и выкупила основной пакет акций достаточно старейшего предприятия Саха Даймонд для того, чтобы заняться алмазогранильным производством. Вот. И это было удивительное время, когда японская компания переназвалась в честь, собственно, якутской компании, называлась Саха Даймонд Corporation и начала продвигать бренд Саха, прямо 4 буквы на кириллице Саха, как ювелирная сеть. То есть представьте, что в Токио на самой центральной улице Гинза вместе с магазинами Тиффани, Картье, Булгари стояла Саха, да, ювелирная. Вот. И, собственно, благодаря, всем этим начинаниям в свое время был построен первый объект полностью на японские инвестиции, так называемый японский дом, который сегодня является бизнес-центром. Ну, и я считаю, что это такой некий мост до сих пор между Якутией и Японией. Вот очень интересный факт, да, ведь мало кто знает о том, почему японский дом называется японским домом, а вот почему, да? Да. Хорошо, но учредитель Саха Даймонд связывает с республикой очень теплые дружеские отношения, да, даже, можно сказать, близкая дружба, да, с первым президентом республики. Да, совершенно верно. Президент компании Саха Даймонд Corporation, его зовут Конно Исухира, он был очень близким другом Михаила Ефимовича. Еще со времен, когда Михаил Ефимович возглавлял Якутскую автономную ССР.
Вот. И в моменты, когда республика начинала развиваться, господин Конно, я считаю, что достаточно сильно поддержал начинание нашего первого президента. Например, вы знаете, что первый гранильный завод в 90-х годах был построен японцами в Сунтарах. И первый алмаз, опять же, бриллиант, был огранен японцем. То есть было привезено достаточно серьезное оборудование, был японский персонал и так далее. Кроме этого, я точно знаю, что Конно подарил республике первые скрипки, которые до сих пор, на которых до сих пор играют виртуозы Якутии. Вот да, так, то да? есть вот у него есть очень хороший друг, реставратор и коллекционер. Вот он привез эти скрипки и передал республике. Наши коллеги говорят о том, что минимум пара японских компаний, работающих в сфере автомобилей, учреждены якутянами. Да? И в этом, если я правильно скажу сейчас, есть и ваш личный вклад. Можно об этом поподробнее? Ну, это слишком громко сказано, конечно. Просто дело в том, что мы выпускники иркутского иньяза, то есть в начале 2000-х у нас была очень хорошая дружная команда, и очень много ребят было из Якутии. Вот. Ну и, собственно, в начале 2000-х Дальний Восток, на Дальнем Востоке развивалась, собственно, вот продажа автомобилей. И ребята с японским языком были очень востребованы именно в Японии. Поэтому мы туда поехали, работали в околоавтомобильной сфере и в свое время основали несколько компаний, там, которые занимались от туристических услуг, ну и, собственно, экспортом автомобилей. А что послужило вообще исходной точкой возобновления деятельности в сфере автомобилей из Японии? Ну, на самом деле мы даже и не прекращали. То есть с 2005 года наши экспортные компании работали. Это вот кто в бизнесе, возможно, слышали такие компании, как ADN Group, Люберт. И вот в Якутске мы работали под названием ADN Group Якутск. И компанию потом в 2012 году продали. Решили возобновить в связи с тем, что мы сейчас, насколько я знаю, остались единственной совместной японской компанией. Сидим в собственном японском доме, а японскими машинами занимаются все, кроме нас. Да, и это был такой определенный вызов. Собственно, мы реализовали. Реализовали, да? Ну а почему на сегодняшний день люди все равно продолжают выбирать японское авто? Ведь рынок, конечно, заполонили и китайские автомобили, да, и европейские, российские. Ну, в первую очередь, это японская надежность, да, и во вторую, это все-таки стоимость. То есть в бюджеты 500 тысяч, миллион, 1,5 миллиона, а другой альтернативы, к сожалению, нет. Да. SD Авто штормом ворвалась в автомобильную сферу Якутии. Вот почему? В чем и преимущество работы именно этой компании? Ну, все очень просто. SD Авто — это единственная компания, которая работает без посредников. То есть мы являемся официальными членами Ассоциации аукционов Японии, и мы единственные, которые сейчас на территории Якутии, и я бы сказал, даже на Дальнем Востоке, непосредственно напрямую участвуют на аукционных торгах, вот, минуя все посредников. То есть у других компаний, которые также работают на рынке, к сожалению, отсутствует такая возможность. Вот, поэтому я думаю, что лучше один раз, наверное, увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите к нам в офис SD Авто, и вы увидите, как проходят настоящие аукционы. Вот, но это даже просто интересно было бы на это посмотреть, да? Да. И мне кажется, тут же появится желание приобрести авто автоматически. Да. То есть, как правило, вот эти вот технические средства для торговли, они все находятся на территории Японии. И компании, которые вот работают, они вынуждены каким-то образом искать этих экспортеров и компаний, которые являются этими членами ассоциации. А мы же все это привезли в Якутск. Мы находимся в японском доме. Прямо с Якутска это делаем. Не надо никуда ехать. Максим, спасибо большое за столь интересную беседу. Мы желаем вам успехов в вашем нелегком труду, наверное, Спасибо. да, собственно. Ну и, конечно, побольше благодарных покупателей. Спасибо. Спасибо. Ну а на этом мы готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей.
Начиная с 1 июля этого года Социальный фонд России переходит на безъявительный порядок назначения ряда пособий. Выплаты по больничным листам, пособиям по беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные выплаты при рождении будут рассчитываться автоматически на основе данных индивидуального лицевого счета граждан. Фонд обратится к работодателю за дополнительной информацией только в том случае, если в системе будет недостаточно сведений для оформления выплаты. Виды мошенничества в интернете становятся все разнообразнее. Преступники часто создают виртуальные магазины, представляются сотрудниками банков, полиции или других ведомств. Чтобы не стать добычей злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасности. Не передавать незнакомым лицам персональные данные, информацию о банковских картах, не открывать ссылки и не скачивать файлы, которые пришли с неизвестного номера. Так, в прокуратуру города Нерюнгри для защиты своих прав обратилась местная жительница. Надзорным ведомством была проведена проверка. По иску прокурора города Нерюнгри с дропера взысканы денежные средства в размере 2 760 000 рублей в пользу местной жительницы. Установлено, что 77-летняя местная жительница посредством приложения WhatsApp под воздействием мошенников, представившихся сотрудниками компании «Газинвест», под предлогом извлечения выгоды от инвестиционных вложений перевела 2 760 000 рублей на счет, принадлежащий жителю Челябинской области, выполнявшего функции дропера. В связи с этим суд по иску прокурора города Нерюнгри взыскал с ответчика в пользу пожилой женщины указанную сумму. Решение суда не вступило в законную силу. С этого года вдовы и вдовцы погибших участников СВО получили право на поступление в российские вузы по отдельной квоте, не менее 10% бюджетных мест. Абитуриенты этой категории могут выбирать формат отбора, результаты ЕГЭ или внутренние вступительные испытания вуза. Помимо образовательных льгот, законом предусмотрены дополнительные трудовые гарантии, сохранение среднего заработка на время отпуска для сдачи экзаменов и обучения. Данная мера дополняет существующий перечень льгот для участников СВО, их детей и детей медработников, погибших от COVID-19. С 2019 года в России было построено более 1500 новых современных школ, оснащенных бассейнами и актовыми залами. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, за этот же период было открыто около 1500 детских садов и капитально отремонтировано более 6500 существующих школ. Масштабная программа капремонта учебных заведений продолжается и будет расширена по поручению президента. На стадионе Туймада накануне стартовали официальные тренировки участников чемпионата России по стрельбе из лука. Именитые спортсмены привыкают к условиям площадки, а также отрабатывают упражнения М1, серию выстрелов на коротких, средних и больших дистанциях. По словам организаторов, особенностью чемпионата станет турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Также отдельно будут соревноваться ветераны от 50 лет и старше, которые смогут принять участие на коротких дистанциях 30 и 50 метров. На нынешнем чемпионате принимают участие 192 участника из 25 регионов. Это самые сильные регионы – это Забайкальский край, Бурятия, город Москва, Свердловская область, Иркутская область, Ростовская и вот Республика Саха тоже мы надеемся на конкуренцию оказать. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. В условиях меняющегося рынка каждый из нас ищет надежные способы не просто сохранить свои сбережения, но и заставить их работать. При этом хочется, чтобы деньги всегда были под рукой, а условия оставались прозрачными. Сегодня мы подробно разберем, как эффективно управлять своими финансами с помощью накопительного счета. В этом нам поможет Даяна Шестакова, менеджер по продукту управления развития продуктов и сервисов Департамента розничного бизнеса Алмаз-Регионбанка. Доброе утро, Даяна. Доброе утро. Насколько просто сегодня открыть накопительный счет в мобильном приложении? Что необходимо сделать человеку, который еще, возможно, даже не является клиентом вашего банка? Знаете, это очень просто. У нас, получается, в мобильном приложении вы заходите на главный экран, видите, открыть накопительный счет, и это занимает буквально у вас 5 секунд.
Вот. А для новых клиентов нужно будет один раз всего лишь подойти в офис, открыть моментальную карту. Карта у нас откроется буквально в течение 5 минут. На месте скачать приложение и также открыть в мобильном приложении накопительный счет. Так просто. А кто может рассчитывать? Я знаю, у вас есть приветственная ставка, да? Вот кто на нее может рассчитывать? Очень хорошая ставка, всем рекомендую. Получается, такая ставка у нас доступна для наших новых клиентов, да, у которых ранее не было счетов в банках, и также для наших действующих клиентов, которые в течение 3 месяцев суммарно, да, на остатков на счетах не более 5000 рублей. То есть это очень быстро и выгодно. Хороший старт. А вообще от чего зависят в целом ставки? Вот вы говорите, это очень хорошее, успевайте, да? От чего они зависят и какие привилегии есть у вас для зарплатных клиентов, а также для пенсионеров? Да, вот эта ставка, она работает не только для новых клиентов, да, но и также для наших действующих клиентов, для тех, которые у нас получают заработную плату, пенсию и также активно пользуются нашими картами. То есть мы заботимся не только о новых клиентах, но и наших действующих. А от чего зависят ставки? Ставки у нас действуют от тарифов Центробанка, то есть это гибкие ставки получаются. Вот главный вопрос, который волнует сейчас многих, кто, возможно, захотят открыть накопительные счета, да, застрахованы ли они, да, и вообще даже вкладывают в ваши банки, есть ли некая страховка? Да, очень хороший вопрос в условиях текущих реалий. Да, абсолютно. Все наши вклады и также накопительные счета, они застрахованы государством. Это агентство по страхованию вкладов. Поэтому вы можете быть абсолютно спокойно себя чувствовать. Все ваши финансы под нашей защитой и защитой государства. Тогда следующий вопрос, опять же, все-таки те, кто знакомы уже с накопительными счетами, у них сразу возникает вопрос по поводу вывода денежных средств, да? Соответственно, можно ли в любой момент это сделать, да? И вообще, как самостоятельно рассчитать остаток для начисления процентов? Поэтому накопительный счет является одним из моих любимых продуктов. Абсолютно в любой момент вы можете вывести деньги, их потратить. При этом доходность, она, получается, рассчитывается на суммарный остаток на вашем счете. То есть вот проценты, они не аннулируются. То есть они продолжают накапливаться, если на вашем счету лежат деньги. То есть можно некую сумму вывести, а на остальное также будет нарастать процент. Отлично. А как использование банковской карты и объем ежемесячных трат влияют в целом на процентную ставку по накопительному счету для уже действующих клиентов? Банк очень ценит своих активных клиентов, поэтому мы ввели, получается, такое правило: те, кто больше всего тратит, получают, соответственно, выше процентную ставку. Это очень выгодно. Для тех, кто прям очень много тратит, у нас вот ставка 13,25% годовых. Хороший процент, мне кажется, ни в одном банке такого нету. Вот, поэтому пользуйтесь, мне кажется, очень классно. Да, ну а вот если все-таки мы сейчас подытожим наш разговор, да, вот все-таки для людей, кто, возможно, никогда не сталкивался с темой накопительных счетов, в чем плюсы, как это вообще работает и в целом, почему это так важно на сегодняшний день? Вот по сравнению с классическим вкладом, да, вы, получается, кладете деньги на вклад, они просто лежат, и вы никак ими не пользуетесь. А накопительный счет, он классен тем, что вы кладете деньги, и вы можете в любой момент вывести, при этом проценты начисляются, и как будто бы они не замораживаются, а вы продолжаете ими пользоваться, просто можете в любой момент вывести и вернуть обратно, и также продолжать копить. А есть ли какие-то минимальные суммы? Минимальная сумма, да, это от 5000 рублей. То есть можно положить условно даже 5000 рублей, и уже проценты будут начисляться, правильно? Да. А максимальная сумма есть? Нет, лимитов нет. Отлично. Ну что ж, если вдруг все-таки кто-то еще не знаком с этой системой, да, лучше проще обратиться к специалистам в Алмаз-Аргиен-банк, где все расскажут и подскажут. Да, поэтому если вас заинтересовал данный продукт, можете зайти на наш сайт, посмотреть все условия, все тарифы, да, и более подробно ознакомиться. Спасибо большое, Дайна, за интересную беседу. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. Спасибо. И прекрасного настроения. Да, спасибо, что вы меня пригласили. Да. Всем хорошего, доброго утра. Спасибо. А сейчас на очереди наша постоянная рубрика «Говорим правильно». Мы всегда говорим, что русский язык изучать нужно, важно и необходимо. Доброе утро, дорогие телезрители!
В русском языке немало существительных, которые образуются от глагола. Обычно эти существительные с суффиксом «ени», «ани» и другими используются в письменной, то есть книжной речи. Однако нельзя им отказать и в устном существовании. Например, от глагола «мыслить» образуется глагол «мышление». Ударение в слове «мышление» обычно ставится на второй слог «мышление». Однако иногда мы можем с вами встретить в речи и другой вариант произношения этого слова – «мышление». И нужно сказать, что в современном русском литературном языке оба варианта являются допустимым – и мышление, и мышление. Однако ударение на втором слоге является более предпочтительным. Так, в словаре Майи Владимировны Заровой, который в большей части предназначен для работников радио и телеэфира, предпочтение отдается именно произношению «мышление». Таких слов в русском языке, в котором есть два возможных варианта произношения, то есть два возможных места ударения, немало. Например, такое слово, как «рассосредоточение», которое можно произносить как «рассосредоточение», так и «рассосредоточение». И оба варианта являются допустимыми. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Никаких. На этом наш утренний эфир подходит к концу. Мы рады, что вы были с нами. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале «Якутия-24». Всем прекрасного утра и хорошего настроения. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вдруг вы что-то пропустили, вы всегда можете зайти на нашу телеграм-страничку, на страничку в Максе и посмотреть заново сюжеты и узнать о последних новостях. Увидимся завтра. До новых встреч. Всего доброго.